Добрый день, меня зовут Максат Ишенбаев, я являюсь председателем правления банка Байтушим. Кем только не мечтал, и милиционером, следователем, только космонавтом вот не мечтал, почему-то космонавты, летчики, мне никогда эта профессия не нравилась, я не знаю, боялся, наверное. Я помню, что мечтал быть водителем автобуса, либо такси. Папа, потому что у меня водитель пассажирского автобуса, и мне нереально нравилась эта его работа. Хорошо, что мама мне всегда говорила: пожалуйста, хочешь быть водителем, будешь водителем, но лучше ты, чтобы потом сам себе купил машину и водил, и там радовался быть водителем. Так как это был 93-й год, это год как раз мы закончили в июне. В мае вы знаете, что вводилась национальная валюта. Работы было в Национальном банке очень много. И, наверное, большая миграция была. То есть уезжали в Россию многие банковские работники. И вот Национальный банк, он реально нуждался в кадрах молодых, вообще в людях, там, в руках, в ногах, в головах. Вот. И не было никаких, знаете, звонков и так далее. Мы просто пришли, я постучался в дверь, я зашел просто в Национальный банк, потом ходил, тогда ни милиционеров, никого не было, ходил по этажам, выбирал таблички, и мне понравился табличка с названием «Отдел кредитных ресурсов». Я подумал, что тут с кредитными ресурсами большие перспективы, управлять кредитными ресурсами, распределять их. Вот. Многие мои одногруппники, однокурсники ушли в валютное управление, но им нравилось, что валюта тоже что-то новое, интересное. Вот туда я там постучал в дверь, и помню, что замначальник, тогда начальника на месте не было, но замначальник Баранова Валентина Кирилловна, я постучал в дверь, заглянул так: здравствуйте, работники нужны? Она с того угла встала, такая большая женщина, на каблуках подошла. Говорит: что заканчивал? Я говорю: вот, диплом получил. Она говорит: если завтра выйдешь, то мы тебя берем. Если как остальные захочешь отдохнуть, на Иссык-Куль съездить и потом в сентябре выйти, то до свидания, таких много. Я подумал, что за 5 лет в университете я наотдыхался, в принципе, там особо не напрягался. Поэтому я сказал: да, конечно, все. Для меня было важно, чтобы без участия мамы, без участия папы, родственников устроиться самому на работу. Первое ощущение — это то, что удивительно, работа оказалась несложной. Я почему-то думал, что если это Национальный банк, Центральный банк, то нужно быть очень-очень умным, чтобы там работать. Вот. Мы просто сидели на калькуляторе, считали обязательные резервы. И тогда только появились компьютеры большие такие. Вот. Мы учились строить таблички, что-то делать, считать на компьютерах, распечатывать на этих, не лазерные тогда принтеры, а как матричные принтеры шумные. Там все время нужно было что-то, скажем, читать, что-то писать новое, потому что это был новый банк. Мы создавали банковскую систему, нужно было постоянно что-то читать, писать саму инструкции, положения. И вот это мне нравилось. Я мог бы, наверное, в тот момент, как и многие мои однокурсники, друзья, заняться бизнесом. Вот. Многие из них сделали хорошие деньги в те времена, но мне нравилось именно то, что ты должен постоянно самосовершенствоваться, постоянно быть в курсе новых событий, читать, писать. И потом уже нас отправляли, конечно, на учебу за границу. Моя первая зарплата была 35 сомов, это примерно сейчас, наверное, $8. То есть это молодежь пусть знает, что вначале нужно соглашаться на любую зарплату. В этой профессии, вот как я до этого говорил, ты должен быть всегда в такой форме. Здесь нету такого, что ты заработал денег, как многие наши бизнесмены, вложился в базар или не знаю, в торговый центр и расслабился. Здесь такого нет, тебе не дают расслабиться, если ты хочешь быть в лидерах, если ты хочешь, чтобы акционеры были довольны твоей работой, чтобы сотрудники были довольны твоей работой, тебе тоже надо быть постоянно в форме, постоянно нужно быть в курсе всех важных событий, постоянно нужно читать литературу, ездить на семинары, конференции, получать обучение дополнительное. Вот. И быть все время в тонусе, вот это мне нравится в банковской системе.